Все самое важное и интересное за эту неделю. От 3 до 5 дней Минздрав ответил на жалобу ухтинца об ожидании результатов тестов. По результатам прокурорской проверки УГТУ оштрафовали за долг. Из Ярикского камня и с помощью неравнодушных десантники Ухты открыли памятный знак. Справимся с проблемами вместе. Ухтинка создала проект для помощи мамам. Пусть дистанционный, зато юбилейный в Окситимана провели научный конкурс для детей. Смотрите прямо сейчас. Мэр Ухты Магомед Османов вечером в понедельник встретился с журналистами, чтобы рассказать о ситуации с коронавирусом в городе. Как отметил начальник, прирост заболевших дали несколько факторов. Это отпуска, начало учебного года и отмена большинства ограничений. Но на начало недели кривая заражаемости все же поползла вниз. Пусть и не сильно, но все же стабилизируется и ситуация с коечным фондом в больнице. Ну и в том числе, вы сами знаете, на сегодня из 260 мест, которые сегодня у нас в больнице, на пятницу все 260 мест были забиты. Это просто у нас в субботу, в воскресенье выписалось количество людей. На сегодня 240 коек у нас в городской больнице занято. Поэтому очень большая просьба все-таки соблюдать те рекомендации и сами себя беречь. Но в целом ситуация до сих пор остается нестабильной. 30% работников в Ухте по рекомендациям оперативного штаба переведено на удаленку. Также был проведен ряд рейдов, нацеленных на соблюдение требований об использовании индивидуальных средств защиты. Оформлено 17 протоколов. Все они направлены в суд. В понедельник, 19 октября, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса принял еще одно решение. Но уже также проводить и рейды, но уже административные штрафы, вернее протокола составлять не на арендаторов торговых центров, а на самих руководителей, на сами торговые центры, как на юридические лица. Почему? Потому что, пример, допустим, любой торговый центр сейчас можно зайти, там ни охрана, никто с вас не требует, чтобы вы заходили в масках, соблюдали режим и все остальное. Зашел. Это еще где-то там сами арендаторы требуют с покупателей там, и маски, и все остальное, но сами торговые центры это не соблюдают. Также руководитель администрации отметил, что, к счастью, горожане стали ездить в общественном транспорте в масках. На это обращают внимание и водители автобусов. Но рейды по маршрутному транспорту будут проводить и дальше. Что же касается школьников, то тут также не все гладко. Сегодня принято решение, с завтрашнего дня мы закрываем и 5-ю школу. Тоже эпидемиологический порог 20%, там повышен, там порядка 32%. Это более 100 детей из 600 обучающихся болеют уже в ОРВИ, поэтому к чему она может привести, может быть, действительно дети перенесут ее в легкой степени, а взрослые, это понятно уже, что будут неприятные последствия. Такая ситуация у нас и по дошкольным образовательным учреждениям, тоже мониторим ежедневную ситуацию, ежедневно каждый день к 17 часам начальник управления образования предоставляет мне информацию, где, в какой школе, что, как. Также Магомед Османов сообщил об инициативе на уровне республики. Ухтинский мэр предложил перенести школьные каникулы, чтобы уже сейчас разобщить детей. Теперь же школьники сидят в закрытых небольших классных помещениях. Также градоначальник сообщил, что Ухта по-прежнему ждет открытия местной лаборатории по анализам на выявление коронавируса. Все, что зависело от города, уже сделано. Что там конкретно не хватает, я вам сказать не могу, но персонал уже обучен и готов работать, подытожил Магомед Османов. Новостной портал БНК опубликовал сегодня, 21 октября, ответ Минздрава на жалобу ухтинца о длительном ожидании результатов анализа на COVID-19. Мужчина посетовал журналистам, что тесты делаются по 10 дней.
При этом контактные ходят на работу. На что Министерство здравоохранения ответило, что в зависимости от лаборатории граждане получают результаты анализа ПЦР на коронавирус от 3 до 5 дней. Так, с 9 октября срок получения ответа составляет 5 дней из лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии КОМИ. Из лаборатории консультативно-диагностического центра 3 дня. Также ведомство заявило, что готовится к открытию и лаборатория в Ухте. Напомним, с начала пандемии ухтинцы неоднократно заявляли о том, что тесты на коронавирус приходится ждать слишком долго. А об открытии местной лаборатории говорят уже с апреля. По последним данным, которыми с журналистами поделилась главврач поликлиники Антонина Пешкова неделю назад, 14 октября, лабораторию должны открыть до конца текущего месяца. Информацию дополнил мэр Ухты, сообщив, что все обязательства со стороны города уже выполнены, чего не хватает лаборатории для введения в эксплуатацию, неизвестно. Ректор Ухтинского государственного технического университета оштрафован за долг подрядчику. Об этом сообщил сайт Республиканской прокуратуры. Согласно материалам прокурорской проверки, УГТУ в январе 2020 года заключил госконтракт с ООО «СГВ Верса» на техобслуживание системы пожарной сигнализации. Несмотря на то, что подрядчик выполнил все обязательства в срок, ВУЗ не оплатил оказанные услуги, задолжав предприятию 780 тысяч рублей. Прокуратура возбудила в отношении ректора дело об административном правонарушении и привлекла его к ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Также после вмешательства прокуратуры ВУЗ полностью погасил задолженность перед подрядной организацией. 20 октября в парке Кио прошло торжественное открытие памятника ветеранам ВДВ. Хотя сами десантники не называют это памятником, так как, по расхожему мнению, памятники посвящаются все же погибшим. А это памятный знак – своеобразное сакральное место для мужчин, отслуживших в десантуре. В Ухте их порядка 1500. Работы по созданию новой ухтинской достопримечательности начались уже давно, но тут инициаторы столкнулись с определенными трудностями. В прошлом году мы начали фундамент закладывать, да, вот туда пониже. И получилось так, что мы нарвались на соединение водоводов. В общем, нельзя там делать. То есть мы в этом году все переложили. И, в общем, будем так говорить, с июля по теперешний день. Пришлось долго ждать и фигуру десантника, которую изготавливали в Волгограде. Скульптура сначала уехала в какую-то другую Ухту, находящуюся в Самарской области. Так что этот десантник ехал к нам месяц вместо недели. Долго ждали и камень, который украшает постамент. На его изъятие из недр земли пришлось затратить много сил ухтинским шахтерам. Это специально для нас шахтеры, полгода, наверное, а может даже и больше пытались достать, чтобы он целый, да, большой монолитный был. Это наш ярикский камень, который тверже гранит. Но все закончилось хорошо. Памятный знак все же был установлен таким, как его задумывали инициаторы. По словам Александра Шаховцева, это заслуга не только десантников, которые собирали на памятный знак деньги методом «берет по кругу», но и градообразующих предприятий и бизнесменов. Теперь тут ежегодно будут проходить торжественные мероприятия ко Дню воздушно-десантных войск. Традиционно 2 августа именно в Парке культуры и отдыха проходит этот праздник. Правильная мама – существо многофункциональное. Так считают в обществе. Она не устает, не кричит, занимается развитием ребенка и в случае чего тут же оказывается на приеме у специалиста. Но что если женщина с малышом эмоционально выгорает, не знает, как справиться со стремительно развивающейся личностью чада, а под рукой в случае необходимости нет педиатра, дерматолога, психолога и логопеда? С этой проблемой решила разобраться ухтинка, молодая мама Алина Казадаева, придумав проект «Ланч для мам». Сначала он был в формате встреч, куда мамы могут прийти с детьми, пообщаться, отдохнуть, узнать что-то новое. Но тут в мире грянула пандемия. Массовые мероприятия запретили, но проблемы, которые, как правило, замалчиваются, у молодых родителей остались. И с ними, по мнению автора проекта, зачастую не с кем поделиться. Мы никогда не скажем подруге: «Я так наорала на своего ребенка, что аж дом звенел».
мы никогда этого не сделаем. Но эти темы, как перебороть этот крик, как работать с этим, мы обсуждаем. Мы обсуждаем темы, когда мамы действительно устают, то есть темы внутреннего ресурса. Чтобы и дальше обсуждать табуированные темы, решать проблемы и давать практические советы, Алина решила – перенесем все в онлайн-формат. Так появились прямые эфиры со специалистами. Дерматологи, педиатры, психологи – все те, кто так необходим для разрешения текущих задач многих мам, теперь оказались на расстоянии вытянутой руки в экране телефона. При этом некоторые такие онлайн-лекции превратились в онлайн-практикумы, например, занятия с логопедом. Мы показываем упражнения, можно включить эфир прямо с ребенком и повторять за нами. То есть это все происходит в практикуме. Достаем игрушки, рассказываем, показываем, делаем смешные голоса, смешные лица. Это один из топовых по просмотрам эфиров, потому что он еще и поднимает настроение. В ближайшее время, 25 октября, в воскресенье, через инстаграм-профиль «Ланча для мам» можно будет посмотреть 4 важных эфира. Первый стартует в 12 часов. У нас будет очень важный эфир по детской безопасности и первой помощи для детей. Его будут проводить сотрудники МЧС и волонтер отряда «Ухта-Спас». То есть мы будем освещать такую важную тему, как первая помощь. Например, когда ребенок подавился, какие действия нужно сделать. Также будет эфир с психологом. В 14:00 в эфире будет логопед, в 15:30 психолог, который расскажет про кризисы от 0 до 3 лет. Завершит интенсив детский стоматолог. Он начнет отвечать на вопросы в 17 часов. К трансляции можно будет подключиться через инстаграм-аккаунт «Ланч для мам». После интенсива можно будет получить запись. Для этого нужно написать в чат канала, также «Ланч для мам» в Телеграме. А еще в планах у Ухтинки создать свой сайт. Там любой из ранее проведенных эфиров можно будет приобрести анонимно. В бизнес-инкубаторе УГТУ состоялось подведение итогов конкурса исследовательских работ «Алюминиевая азбука». Научное соревнование для детей и подростков проводят уже 5-й год по инициативе предприятия «Боксит Тимана» на призы компании «Русал». В этом году конкурс был под угрозой отмены из-за пандемии, но выход нашли, заслушав проекты учеников школ и колледжей в дистанционном формате, что позволило ребятам блеснуть своими знаниями в 5-й юбилейный раз. Конкурс прошел в 5 номинациях, 4 из которых были и раньше – это физика и химия, техника и металлургия. Но в 2020 году организаторы конкурса не стали отставать от позитивных социальных трендов, создав новое конкурсное направление – экология. «Русал» – высокотехнологичная компания, поэтому мы не можем не уделять внимания тому, кто в будущем будет продвигать науку и производство. Поэтому и конкурсы мы проводим, направленные на то, чтобы пробудить познавательный интерес у школьников и студентов, интерес к научным исследованиям. В этом году у нас 20 работ, из них по экологии представлены 3 работы. В основном направленность работ именно на проблемы окружающей среды, на загрязненность, на проблемы с бытовыми отходами, на сохранение природных территорий. Возможно, эти работы юных экологов впоследствии дадут реальный позитивный результат. Ведь особенность алюминиевой азбуки – обязательный практический раздел в представленных проектах. По задумке организаторов, именно это позволяет развивать аналитические навыки ребят по всей стране. Образовательные проекты компании «Русал» по инициативе ее основателя Олега Дерипаски реализуют во многих регионах России. К слову, ребята из Коми всегда по-хорошему удивляют и жюри конкурса «Алюминиевая азбука», и организаторов со стороны университета. После 5 класса это в основном такие либо вот сообразительные, так сказать, проекты, где они что-то сообразили, придумали, создали, типа пушки Гаусса, там тоже такое есть. Либо попроще, где они оценивают общую информацию вот, о мусоре, экологии, о химии, осадках химических элементов. В частности, сделали электронную таблицу для школы, где вот со всех школьных компьютеров можно заходить и смотреть все формы осадков, которые можно сделать в химических реакциях. Это, видимо, нужно для ЕГЭ.
Были и другие интересные проекты. Вторая жизнь алюминия, исследование воды в городе Емва в условиях школьной лаборатории, модель пожарной автоцистерны, создание умной лампы на основе голосового помощника и многое другое. По итогу заслушивания всех проектов жюри выбрало лауреатов и победителей конкурса во всех направлениях. За старание и стремление к научному познанию юноши и девушки получили призы. Внешние аккумуляторы, чтобы их гаджеты всегда служили на благо их научных открытий, и электронные книги, чтобы под рукой будущих экологов, химиков и инженеров всегда была исследовательская литература.